боях испытанный, рукавицею смахнет слезу невольную. А глядят друзья в глаза мои открытые, и письмо тебе отправят треугольное. Пролетят года военные, постепенно раны тяжкие затянутся. Фронтовые наши письма сокровенные сыновьям на память вечную останутся. Как гудят осколки минные, как снаряды над окопом разрываются, не расскажут наши весточки недлинные. Сыновья об этом сами догадаются. Все поймут мальчишки смелые, те, которых без отцов война оставила, и увидят даже ту снежинку белую, что так долго на губах моих не таяла. Граната! Граната! Я Костер! Слышу хорошо! Доложите координаты и обстановку! Я Костер! Прием! Костер, я Граната! Нахожусь в квадрате 6832. У меня в тылу остался город Н. Послал разведчиков. Новости дополнительно. Как меня поняли? Прием! Гранаты. Я Костер. Понял вас хорошо. Оставайтесь в заданном квадрате. Если город свободен, танки Шаргородского выйдут к вам через него. Дальнейшее движение к Эльбе совместное. Как поняли? Прием! Я Граната, понял вас, прием! Что-то не звонят мои ребята. Неужели кто-то есть в городе? Не похоже. Ты так храпел на марше, нас бы давно запеленговали. Зазвонят. Рано еще. Старшина Юдаев прибыл. Разрешите доложить, товарищ капитан? Ну? Роща пустая. По-моему, здесь давно никого не было. Почему? Птицы гнезда делают. Спокойнее. Тоже мне приметы. Они каждой весной этим занимаются, не то что мы. В общем так, расставишь дозоры по всей роще. Когда зазвонят в колокол, можешь сократить посты. Дашь отдохнуть посменно. Разойдись! Политрук за мной. Командир отделения, за мной! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Отделение за мной! Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно вы с нами. Все на колени, все, живые с мертвыми, для славы мертвых нет. Город свободен!
Добрый день, моя родненькая мама. Пишу тебе письмо с другого места. Я теперь нахожусь в ГПЗ. Це головна похідна застава. Мы идем впереди всех, как разведчики. Я здесь новенький, но хлопцы все хорошие, меня не обижают. Всех нас 66 человек. Сиди, Роман. На, передавай. Костер, я граната. Прими срочную радиограмму. По сведениям разведки, город Н свободен. Жду ваших приказаний. Как поняли меня? Я граната, прием. Граната, я Костер. Только что стало известно, в полосе левого соседа вырвалась из окружения большая группировка противника. Движется к Эльбе. По-видимому, пойдет через город Н. Точнее, сообщим дополнительно. В случае выхода противника к вам задержать любой ценой до подхода танков Шаргородского. Как поняли меня? Прием. Мой генерал, нам надо спешить. Кажется, мы снова окружены. Костер, я граната. Почему вы молчите? Вас не слышу, повторяю донесение. Нахожусь в заданном квадрате. Город Н свободен. Жду танки Шаргородского в условленное время. Как поняли меня? Прием. Сигнал. Оля, молодец, а я порт. А я не молодец. Ты тоже молодец. Только спину прогни. Держи спину. И руки вместе. Ну, пяточки. Вот так. Молодец. Так. Оля, пошел апорт. Галопом марш! Ну да, галопом. И лбом об березу. А что ж я тебя на поле вытащу? Да на поле. А кто там знает? Мальчик спит и снится ему. Ай, слушай, малыш, его сны тебе не надоели? Куда ты сам расскажешь? Что случилось, Чардамджан? Что-то волос начал выпадать. Вода, что ли, здесь не такая? Товарищ старший, Спасибо, Сашенька, не хочу. разрешите отвезти повозку метров на 20. Только осторожно. Слушаюсь. Как дела, Джардамджан? Что-то душа скучная. Наноча. Сон видел. Что я сказал? Ну, расскажи. Приходит твой Шекули, говорит чисто казахском языке. Еще по-казахски не говори. Во сне я говорю. Приходит и говорит, ты знаешь, перед смертью у муравья крылышки растут? Я говорю, нет. Тогда он меня моргнул и говорит, ты знаешь, перед смертью у человека что бывает? Я испугался и проснулся. Ты не знаешь, что он хотел мне сказать? Жардамджан, в жизни все бывает. Помнишь, под Варшавой ты руками кашу ел и палец сломал? А теперь, когда ты спишь, у тебя от страха волосы лезут. Почему, знаешь? Ишакул говорил, кто много ест и много спит, тот турной сон видит. Эй, товарищ сержант, термос ведь с кашей.
Батарея к бою! Давай, проезжай! Отцепляй прямо здесь, Толя! За мной! Отделение сбора готово! Быстрей! Спокойно, ребята, спокойно! Спокойно не значит медленно! В опор, ты еще мне! Marschiert ab, doch ohne den Panzerwagen. Товарищ капитан, рация не работает. Должна работать. Момент. Мотоциклистов перехвати. Селим? Быстрее. Ясно. Один! Один! Слушаю. Володя, вся техника на твоей совести. Ясно. Будет полная лямс. Командир орудия ко мне! Граната, як слухаєте, прийом. Орудие первое. Бронетранспортер. Орудие второе. Молодец. Огонь! Батарея по укрытиям бронебойными! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Тадашев! Я!
Будинского ко мне. Есть! А не надуют они нас, Аман? Кинзебай! А, ты Я. Много их. Могут нам такой алямс устроить. Посмотрим. Ну как? Ничего, товарищ капитан. Еще немного времени и будет хорошо. Буран, дурачок-то. Куда ж ты меня прям на взрывы? Узын, увиди Бурана. Вася, стой. Капитан, их пропускать нельзя. Ни в коем случае. Держись, ребята. Смерти нет. Нет, Коля, нет. Не разговаривать тебе нельзя. Вася, на дорогу. Трогай. Осторожнее. Товарищ командир. Его надо в Санбат. 80 километров, Тань. Я знаю. Разрешите мне, товарищ капитан? Пока нельзя. Кинзебаев. Я. Удинский. Со мной на переговоры. Всем остальным занять боевые места. Задача, к примеру. Есть. Всем занять боевые места! Что у него? В живот. Ты останешься за меня. Смотри не только на нас, но и по сторонам следи. Слушаюсь, товарищ капитан. Ну что ты разнюнил? Понимаешь, ведь нельзя. Видишь, сколько их? Там, считай, на каждого по сотне будет. И вообще неизвестно, чем все это кончится. Разрешите обратиться? Погоди, я сейчас. Володя, отступить нельзя? Ну что ты? Ну возьми себя в руки. Да что с тобой? Сама не знаю. Глупость какая-то. Берлин взяли. Такой парень. Он умрет, Володя. Ну ладно, я пошла. Дай докурю. Дуже строгий у вас командир. Як ви з ним уживаєтесь? Раз був не такий. Нельзя такому на переговори. Тут треба хитрість, м'якість. А він попре на прополую. Ти капут. А? Ай, молодец, Петя. У нас в колхозе жил мудрый старик. Его звали Ишакул. И это значит по-русски слуга Ишака. Он так назвал себя. Потому что служил дурному паю. И все-таки Ишакул говорил так. Осел ворчит, на своего хозяина не желает, смерти ему. А кон верит и желает счастья, Петя-джан. Mein General wünscht, mit eurem General in persönliche Verhandlungen zu treten. Их генерал просит переговоры с нашим генералом. Я могу заменить генерала. Ich kann den General vertreten. Nein, nein, der General wird nur mit eurem General verhandeln. Их генерал будет говорить только с генералом. Halt! 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 Stehen bleiben! Geschützt und Kampf! Orientierung Birkenthal! Aber der ist leer! Hört mein Kommando! Abkoppeln! Jetzt geschützt, kampfbereit! Orientierung, Birkenwald. Jawohl.
поговорю с генералом. Если он согласен, мы дадим сигнал белую ракету. Gut. Ich melde es meinem General. Wird er einverstanden sein, dann geben wir eine weiße Rakete. Учтите, Beachten Sie. при малейшем движении на ваших позициях до нашего сигнала Kein Schritt durch eure Truppen, мы откроем огонь. sonst geben wir Feuer. Все. Alles. Когда должны подойти наши танки? Товарищ капитан. Часа через 3-4, не раньше. Мы можем продержаться с боем часа полтора. Снарядов мало. Вряд ли, товарищ лейтенант. Если все отары пойдут, касками закидают. Эх, черт, где бы генерала взять? Хоть бы страху нагнать, да время оттянуть. Дадашев, Я? а может, тебя в генералы произведем? А черт. Я могу, наверное, да? Ты хочешь сказать длинный, да? Толфикчан, у нас у колхоза был интересный случай. Курица переоделась в петуха. Ты знаешь, что из этого получилось? И опять ты начнешь про свою щеку рассказывать. Может, ты пойдешь генералом, а? Нет, я немножко худой. Он пусть Кинзибай идет. Он мощный, как генерал. Да, Кинзибай? Ты хочешь сказать, что советский генерал такой стройный бывает, да? Отставить разговоры. Ну, хватит рассиживаться. Это не шутка, а боевое задание. Может, от этого зависит наша жизнь. Генералом будет Мамед Удаев. Мамед Удаев, встань! Ну, шутка шуткой. А как же его одеть, чтобы полный алямс получился? Аман. Не знаю, надо подумать. Товарищ капитан, мы как-то видели генерала. Одет был просто накинута плащ-палатка. Не поймешь, не то солдат, не то генерал. Да, мой генерал, мы попали в окружение, но есть еще выход. Нужно любой ценой прорваться к Эльбе. Эта часть, видимо, шла параллельно с нами. На Эльбе только американцы, а эта часть, видимо, шла параллельно с нами. И только немного опередила нас. Кроме нее впереди никого, а сзади лавина русских. Поэтому только вперед. Половину солдат, если надо, больше бросить в атаку, а самим прорываться к Эльбе. У меня даже есть любопытный план в провокационном бою. Стоя на коленях, полагается молчать. Костер, я граната, як слышите, прием. Граната, я костер. Слышу тебя хорошо. Накладывай обстановку. Я костер, прием. Наш генерал вырос в католической семье.
Поэтому он просил бы вас отстоять службу перед боем. Вы смогли бы? Да, конечно, пожалуйста. Костер, я граната. Да куда же вы все подевались? Я граната, прием. Граната, я костер. Говорит первый. Немедленно доложите, обнаружен ли противник, прорвавшийся из полосы левого соседа. Отвечайте, я костер, прием. Подожди, не шевелись, не шевелись, не шевелись. Хватит. Одеколончик. Будьте здоровы, товарищ генерал. Полотенце. Ну как, Увинджан? Похож, а? Когда нет птиц, то лягушка, соловей. Ай, хватит. А ты что ему до пупа нацепил? А, малыш, не знаешь, молчи, да, не видишь, старший сержант одевал. Ты что, не помнишь, что ли, генерал Фомина сколько орденов был? Да то было на параде, а тут парад, что ли? Ай, здесь сойдет. Что сойдет? По-твоему, немецкий генерал тупой? А вы что рты разинули? Интересно, товарищ лейтенант. А ну к лошадям. Товарищ старшина, лейтенант Рубин. А ты что ГТО нацепил? И 2 гвардейских. По-моему, нормально, да? Товарищ лейтенант, похоже на орден. Потом, откуда немцы знают, какие у нас ордена, тем более генерал. Танечка, как, а? Володю Колю похоронить надо. Смерти нет, Коля. Мы им, гадом, за тебя такой алямс устроим. Навек помнить будут. Ну, а если и случится что-нибудь? То все равно смерти нет, ребята. Смерть есть смерть, и ее прихода все мы ждем по старине. Но в какое время года легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко, а весной, да где там, лучше скажем наперед. Если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой шутки душу рвет. Смерть грохочет в перепонках, и далек вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег. Нет, товарищ, зло и гордо, как закон перед бойцом, смерть встречай лицом к лицу. И хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к
если все пришло. Сержант Реджепов! Принимай пополнение! Земляков выделяю! Салам алейкум, Яшули. Мен Яшуллял. Менгелем Сагар. Что он сказал? Но я говорю ему, здравствуй, Яшули, то есть старик. А он говорит, я не Яшули, я с года коровы. А сколько это? Ну, У нас у казаков тоже так считается. Это будет... а откуда родом-то, Яшули? Из Аннау. Ба, земляк, это ж 10 километров от Ашхабада, да? Ну, проходи, усач Аннауский. Садись, поговорим. Я хоть и рыжий, но из Ашхабада. Узин? Качели. Как он сказал? Узин? Да. Что значит узын? Ну, это значит длинный. Узин, иди сюда. Я по-русски плохо знаю. Вот с ним говори. Он даже рисовать умеет. Ертичим bu onu sen ödün nereli varsın, а? А да, как ты с командиром разговариваешь, и? А ну стань. Тор! Товарищ сержант, я уже посчитал. Ему уже 37 лет. Вот симулянт. Клянусь, наверное, в песках откопай. Вай, Аллах, кого нам присылает. Вот с этой мишенью кто в разведку пойдет, а? Узин. Дадашев. Я. Ты пойдешь. Есть. Кинзебаев. Я. Принимай свое отделение. Есть. Сядь. Утро. Otur, tur, садись, стой. Товарищ сержант, начал огня прикрытия, команда приготовится к вылазке. Ну, а если и случится что-нибудь? То все равно смерти нет, ребята. Точно. Ну давай, Коля. Счастливо, ребята. Ну что ж, будем знакомы. Микола Швец. Мамед. Ну, давай, сержант, нашу походную! Смерти нет, ребята! Смерть есть смерть, и ее прихода все ждем постарее. Но в какое время года легче гибнуть на войне? Условия, значит, такие. Безоговорочная капитуляция. Оружие пусть сложит у дороги. И вообще, постарайся оттянуть время, понятно? Так точно. Держись, как генерал, они следят. Попробую. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Нам нужно пройти как можно дальше, на мост. А тут их видно хорошо, а нас плохо. На, возьми кинзебаевский значок и того. А то черт знает, сколько их там. И пушка откуда-то появились. Ну как, вы согласны? Слепой дождь на счастье. Ну, идите, я сейчас. Один пилотку. Последние волосы смоет. Ай, пускай буду лысым. Лишь бы все хорошо кончилось. Товарищ лейтенант, наши пошли. Дадашев. Слушай, вас, сержант. Что здесь? Есть. Товарищ лейтенант, зачем они рискуют? Ведь это фашисты, им нет веры. Сам не знаю. Иди на место. Есть. Кинзебаев. Я. Возьми своих и на правый фланг. Есть. Узын левый. За мной. Приготовиться к бою! Миша, возьми бронетранспортер, чтоб в случае чего в пух и прах. Всем занять боевые места! Орудие к бою!
Сюрприз. Отползите метров на 50, а то рванет и привет, дедушка. Если покажу вот так, значит полный порядок. А если я покажу вот так, принимаю огонь на себя. Ну, уходите же ради бога, товарищ сержант. Добром прошу. Стой. Ни черта не получится. Вы ползите, а я подержу. Вон их окопы. Там мин нет. Только не чикайтесь, а то руку не чувствую. Прими масла. За мной. Ну ползи же ты, черт усатый. Черт, надо было Мамеду нож отдать. Таня, где твой рыжий? Зачем он тебе? Я должен ему подарить этот нож. Рыжий спас нам жизнь. Здесь каждый день Нет, друг Таня, друга спасают. этот нож отец моего отца подарил отцу. А еще когда-то давно-давно отец дедушки подарил дедушке моего отца дедушке. А дедушке этот нож Покороче. моему папе подарил. А мой папа подарил это мне. Теперь я должен своему сыну подарить или тому, кто спас мою жизнь. В госпитале встретитесь, отдашь. Какой госпиталь? Mein General ist krank. Es regnet. Er bittet Sie, hereinzutreten. Их генерал болен. Он не может выйти на дождь, поэтому просит перенести переговоры в помещение. Хорошо. Jawohl. Я буду говорить с вами по-русски. Прошу меня простить. Я вынужден сидеть. Я очень болен. Empfehlen Sie den Herrn General Platz zu nehmen. Nehmen Sie Platz. Пожалуйста, садись.
Генерал-майор Joachim von Schlöpke. Генерал назвал свое имя. Генерал Мамед Анауский. Война нами проиграна. Я не верю новому правительству гросс-адмирала Деница. Завещание Гитлера нелепо, словно завещание нищего. Поэтому надежда на восстановление Третьего Рейха, который обманывает себя Дениц, бессмысленна. И лишь одна задача Деница нам импонирует. Это спасение немцев от большевиков. Костер, я граната, я... Вы, русские, не простите нам. Я, как человек военный, понимаю закономерность вашего возмездия. И все-таки вынужден взывать к вашей гуманности. Пропустите нас на Эльбе. Теперь, когда свершилась трагедия, не только мы, но и вы не заинтересованы в бессмысленных жертвах. А они могут быть, если вы не примете наших условий. Я закончил. У нас одно условие. Безразговорная капитуляция. Оружие сложить на дороге. Вот приведи, чтоб все знали. Unser Vorschlag. Bedingungslose Kapitulation. Die Waffen werden am Wegrand gesammelt. Лучше умереть на родине, чем ваша Сибирь. Не надо. Зачем кричать? Давай спокойно. Когда волк чувствует свою смерть, ну вот как быть теперь? Этот волк готов лечиться. Даже у того самого пастуха, у которого загрыз всех баранов. Но как увидит пастуха, волк сразу начинает рычать и убегает, потому что знает свои грехи волк и боится расплаты. Я знал, что и ты поступишь так же, как тот волк, и поэтому приказал своим танкам ровно в 9:00 начать атаку. Сейчас осталось 7 минут. Решайте. Но если я не выйду отсюда до 9:00, то это будет сигналом начать атаку. А я не уйду. Так.
Итак, через 5 минут даже я не смогу остановить атаку. Ваши часы неверны тут, генерал. Но если вы очень больной, генерал, то я вас торопить не буду. Чтобы правильно решить судьбу людей, даже Мухаммед у Аллаха просил час подумать. И вы подумайте. Вот вам мечеть, вот вам Аллах, и вот вам час времени. Ровно 10:00 пойдут мои танки. Потом будет плохо. Войтех, приведи всем. Wir geben Ihnen eine Stunde zum Überlegen. Wollt ihr nicht kapitulieren, dann eröffnen unsere Panzer um 10 Uhr das Feuer. Да, вот еще что. У вас там на дорогу, на Арбе, раненые убери, а то... Черт его знает. Извините, генерал, нам надо спешить, а то будет поздно. Восемь 30. 25:38. 20:50. Сорок 60. Давай, мой. На, передай ГТО, совсем забыл. 15:28. Я так и не зрозумів, що ж тепер буде, товариш старший сержант? Ты не понял, да? Если немецкий генерал говорит, лучше смерть на родине, чем наш Сибирь, не понял, да? Эх, Махсене. В следующий раз выругаешься, получишь по шее. 48:70. Coś-то душно стало. Наверное, опять дождь будет. Конец ветра дождь, конец игры драка. Мамедушка, ты что не ешь? Володь, скажи ему, пусть ест. Когда-то давно в детстве вели отару в Анау, и в это время шел поезд. Старый козел, как бы сказать, вожак, успел проскочить, а остальные бараны за ним под колеса. И в 513 я привел. Я тогда был совсем маленьким. И никто меня не бил и даже не ругал. Все молчали. Ну как вы сейчас? Тогда еще Кут сказал, никто не может остановить отару, если она идет за старым козлом. А я сейчас думаю, еще Кут в своей жизни один раз ошибся. Мудрый пастух нужен. А я тогда был глупый чабан, не мог сдержать старого козла. И сейчас. Не тужи, момент. Ты им страху нагнал. Видишь, притихли. Кумекают. Ну, если только шнапс нажрутся да полезут на пролом. Но тут уж не твоя вина. Так что ешь. Пам-па-пам. Па-пам-пам-па-да-пам. Па-ла-лай, па-ла-ла-ла, па-ла-ла. А ты что не ешь? Джардан-джар. Не хочу. Я вот думаю.
Почему у муравья перед смертью крылья растут? Кончай курить. Я вот думаю, недаром же был приказ Жукова не пропускать ни одного человека из берлинского окружения. А может, среди них находится Гитлер? Говорят же, что эти трупы облили бензином и сожгли, чтобы не узнать. А что смеется, товарищ Ефрей? Вин двойника траве по саму тик, так что может быть. Ой, Аллах, неужели Гитлера поймаем? Тогда нам всем герои дадут, да ты? Клянусь, из Карабаха в Баку перееду жить. Тофиган, давай, Баку где? Гитлер где? Ты где? А чё? Фраер ты. Да если б тут Гитлер был, нам бы давно хана. Слышал, Бойцов рассказывал, как они его любят. Я говорил, боялись. А когда боятся, только делают вид, что любят. А на самом деле не любят, а боятся. 1-0. 1-10. Ну, добро. Если они хотят до американцев, хай бы шли. Американцы теперь тоже наши. Товарищ лейтенант, а? Дурной ты, Петя. А вдруг они темнят? Ну, так же, как и мы им. А если они не к американцам, а к своим, тогда как? А вообще, что ты разговорился? Чини свою бандуру. Вымазал грязи, думаешь, работать будет? А ну, почисть! Так что ж теперь выходит? Бой будет, товарищ лейтенант? Сидите, сидите. Костер, костер, я граната. Як слухаєте? Прийом. Молчи. Уйти из этой рощи незаметно невозможно. Немцы усилили наблюдение. Видимо, готовятся. В нашем распоряжении 40 минут. Если будет бой, приказываю стоять до последнего патрона. Сейчас будем менять позиции. Здесь останется одна пушка, пулемет, отделение автоматчиков. Всем переместиться на правый фланг. Момент команды, ты останешься здесь. За мной! Костер, костер, я граната, як чуєте, прийом. Та передатчик робить нормально, тільки прийомник. Да подожди ты. Товарищ сержант, а может, что передать, может, услышат? Вай, Карабах, а вдруг немцы услышат? Я. А вот так. Вон они у тебя перед носом. На любой волне засечь могут. Телеграфный код знаешь? Та я ж не радист, телефоніст, я ж тобі казав. І зачем тільки мене з вами послали? Кто послал? Да лейтенант Хвамин. Идиот. Ты тоже хорош. Крутил всю ночь, вот и ламп пожег. Да вы же сами просили, товарищ сержант. Товарищ сержант. Свою голову на плечах иметь надо. Эх, Петька, Петька. Если б не конец войны, я б тебе... Знаешь, что за такие вещи положено? А что ж я, без Да, сознания ты что, шо? совсем, Да да? всю душу вона з мене вимотала. Товарищ капитан, хоть вбийте, розстріляйте. Передатчик робить, прийомник не робить, нічого. Ладно.
Передавай открытым текстом. Записывай. В 2 километрах от города сдерживаем огромное скопление противника, прорывающегося к Эльбе. Где ты копаешь? Тише там! Противник принял перемирие от 9:00 до 10:00. В случае отказа капитулировать приказывай. Киреев? Я. Лейтенанта ко мне. Есть. В 10:00 танком Ширгородского начать атаку. Генерал Мамед, Анауский. Передал капитан Реджеп. Костер, я граната. Примите срочную радиограмму. Примите срочную радиограмму. В 2 километрах от города... Прорывающегося Керчи. Противник принял перемирие с 9:00 до 10:00. В случае его отказа капитулировать приказываю. В 10:00 танком Ширгородского начать атаку. Генерал Мамед Аннауский. Передал капитану Реджепу. Граната, я Костер. Какой там еще генерал? Что вы там голову морочите? Немедленно доложите обстановку. Прием. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Амечан, все-таки, я думаю, не к добру приснился мне твой Ешекпур. Джардамджан, ты шутку понимаешь? Чуть-чуть понимаю. Испуганная курица 3 дня кудахчет. Так и ты со своим сном. Ты что, обиделся, да? Да ну, я тебе серьезно говорю, а ты? Ну ладно, я сейчас тебе песню спою. Кудын, переведи ему. Он поет, что в тест на халтикинского скакуна надо иметь храброе сердце. Да пошел ты! И вот когда ты сел на него, тебе не страшно ни горы, ни реки, ни лавины. Да. И хоть 50, хоть 100 человек против тебя идут, тебе все равно. Все равно. Посмотрим. Дай бинокль. На солнечных часах ровно 10. Приготовиться к бою. Jawohl! Seid kampfbereit! Hält euch! Das Kommando übernehmen Sie. Weg! Yaman gözden saklasın. Bela beterden doğru. Gözleri bir demle vurdu. Yigit bunu. Yigit bu.
Товарищ капитан, немцы зашевелились. Человек, товарищ капитан, вооружены до зубов. У всех гранаты. Среди них прячь фаус-патроны. Aufstehen! 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 Schneller! Мамедушка, ты что-нибудь понимаешь? Шли бы боем, так ничего. А так аж страшно. Змея ползет вот так вот. А в норку прямо лезет. Бой будет. Танечка, тебе здесь нельзя. Ты уходи, уходи. Сволочи! Войца! Скажи, чтобы остановились! Осколочный алярм!
слушаю. Изыбаем с минометами со мной. Будем прорываться к реке, а вы прикройте. Услышите наши минометы, отступайте к реке. И не мешкайте, а то сгорите тут, как суслики, ясно? Кинзыбаем за мной. Минометчики за мной! Пушку, момент за мной. Вперед! Заткнешься. Слышу. Алло. Слышу вас, слышу. Товарищ капитан, одну минутку. Товарищ капитан, станция Зарабыла! Станция Зарабыла, костер плыт! Слушайте меня внимательно. Говорит первый. По направлению к вам через город Н вышли танки Шаргородского. Будут у вас через 20-30 минут. Приказываю задержать противника до подхода танков. Как поняли меня? Я костер, прием. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
донесением в полк будет прорываться старшина Королева. Володя, я останусь. А нам, как видите, отступать некуда. Остается одно — наступать. Ясно? Нет, Володя. Клянемся. Клянемся. Володя, я не могу. Я останусь. Я тоже клянусь. Приказываю. Володя. Ребята, ну почему я? Вы думаете, что это хорошо? Что это справедливо? Ну ведь это же ужасно. Так нужно. Что нужно? Чтобы я... За нами полк, Таня. Старшина Королева, выполняйте приказ. Помогите. Недуга. Нет. Проведите по кругу. Надо отвлечь. Пошумим, ребята! Смерти нет, ребята! Смерти, смерти ее прихода, все мы ждем по старине. Заворачивайся! Такое время года, легче гибнуть на войне.
кончились патроны. Офицеры командуют рукопашной. Это уже повеселее. Значит, из пушек бить не будут. Ну как, Кинзебай? Теперь мне все равно. Хоть 50, хоть 100. Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно вы с нами. Все на колени, все живые с мертвыми, для славы мертвых нет. И ее прихода все мы ждем поскорее. О, какое время года, легче гибнуть на войне. Летом солнце греет жарко, а весной, да где там, лучше скажем наперед. Если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой шутки душу рвет. Смерть грохочет в перепонках, и далек вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег. Нет, товарищ, зло и гордо, как закон перед бойцу, смерть встречай лицом к лицу. И хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. И хотя бы плюнь ей в морду, если